В этом году турфирмы прогнозировали туристический бум в Абхазии. Разные социальные опросы подтверждали эту гипотезу. Однако май и июнь не оправдали ожидания, да и погода в республике оказалась дождливой. Зато июль с лихвой заполнил все проблемы. Отели и гостиницы оказались заполненными, а на пляжах свободного пространства все меньше с каждым днем. В этом году лучшая посещаемость. Рабочие номера 165. Процентов 80, как я сказал, сейчас я точно не знаю такие цифры, сколько людей живут. Люди все довольны, потому что море рядом, турфирма стоит, экскурсии водит людей. У нас есть свой кафе, столовая, питаются хорошо, все довольны. Екатерина Мелихова из Омска уже второй год подряд приезжает на отдых в Абхазию. Она побывала во многих курортах мира. Есть что сравнить и с чем. Поделилась с нами впечатлениями, рассказала, что пришлось по душе, а что ее расстроило. В этот раз я приехала с ребенком. Мы посетили много интересных мест. Афон, ездили в Каманы. До этого мы были еще в пещере. Все очень понравилось. Плюсы – шикарная природа. Радушные жители, очень дружелюбно настроенные. Что еще, наверное? Море чистое, ласковое. В Сочи, допустим, такого моря точно не найти. По поводу минусов скажу, что немножко шокируют заброшенные здания и что никто ничего с этим не делает. То есть у нас такого в городе точно нет и, наверное, не появится. И, наверное, еще из минусов это интернет и связь дорогая. Именно с Россией. А так все хорошо. Людмиле Хаустове из Воронежа отдых в Абхазии нравится без всяких «но». Ежегодно с 2010 года выбирает нашу страну и нет желания поехать в другое место. Свое сердце я отдала стране души, говорит Людмила. Мое сердце отдано Абхазии, вашему народу. Но последние 5 лет я отдаю предпочтение гостинице «Интерсухум». Меня вполне устраивает и условия, и... Я не знаю, даже никакого негативного отзыва я не могу за все эти годы сказать. И я думаю, если все будет нормально, на следующий год я опять сюда же приеду. И всем рекомендую, всем рассказываю, своим коллегам, своим друзьям об этом отдыхе. Единственное, какое неудобство, это собаки бездомные на пляже. Вот все. В начале курортного сезона ситуация не была радужной, говорят работники туристической отрасли. Сейчас спрос на отели, гостиницы большой, а сезон может продлиться до октября. Наша съемочная группа посетила несколько столичных отелей и гостиниц. В бутике «Отель Гаруда» 51 номер, из которых 28 стандартных, все остальные номера высшей категории стандарта, среди которых люкс и делюкс и один президентский номер. По словам руководителя службы приема размещения Дианы Тарнава, бронирование номеров в сравнении с прошедшим годом маленькая. Это связано с геополитической ситуацией в мире, говорит Диана Тарнава. Могу сказать на примере нашего отеля, что у нас посещаемость гостей не уменьшилась. У нас динамика практически такая же, как и в прошлом году. Мы даже заметили небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Что касается цифр, могу сказать что в процентном соотношении это, наверное, процентов на 10 больше, чем было в прошлом году. Гостиниц и отелей в Абхазии стало все больше, и, по-видимому, их количество будет расти. Появляются и новые места для отдыха. Меняется сама инфраструктура. Однако проблем с уровнем сервиса, а также дефицит качественного обслуживающего персонала остается. Но это другая тема для другого репортажа. Адиса Сагария, Камила Джопа, Абхазское телевидение.